Третий день соревнований по волейболу среди девушек в Мирном начался с противостояния Китая и Казахстана. По оценкам специалистов, шансов у сборной Казахстана на победу было немного. Но, как известно, давать прогнозы в спорте не принято, поэтому все ждали результата. Как признался главный тренер сборной Китая Лян Чуньшень, его спортсменки – представительницы одной спортивной школы. Играют недавно, и соревнования «Дети Азии» – их первый серьезный дебют. Второй матч с участием сборной Поднебесной показал, что у девочек большой потенциал. Это признали и их соперницы из Казахстана, проиграв Китаю со счетом 3-0. Видно было, что наши соперники допускали серьезные ошибки. И тем не менее, команда Казахстана очень сильная и достойная. Вторая игра этого дня получилась довольно интересной. Главный лидер, команда Уральского федерального округа, вышла против Таиланда. Теоретически сборная королевства победить могла, поэтому интрига сохранялась до самого конца матча. Тайские волейболистки на поле вели себя раскованно, периодически пританцовывали и искренне радовались каждому забитому мячу. Но даже такой позитивный настрой команде гостей не помог. Им пришлось иметь дело с суровым профессионализмом сборной Урала. Девушки из Челябинска вместе с 5 класса и за это время превратились в грозную силу. В итоге полное поражение Таиланда со счетом 3-0. Команда Таиланда оказалась не в лучшей форме. Несмотря на то, что в нашей стране проходят международные соревнования, мы оказались слабее. Команда Урала лучшая на этих играх. Самое ожидаемое противостояние дня между сборными Монголии и Якутии. Ни одна из команд не сумела победить ни в одной встрече ранее, поэтому предстоящий матч для них по сути уже ничего не решал. Основные претенденты в борьбе за призовые места почти определены. Стоит напомнить, что на 4-х международных играх «Дети Азии» сборная республики в этом виде спорта стала бронзовым призером. К сожалению, в этот раз новый состав команды успеха прошлых игр повторить не смог. Девчата в первый день очень сильно переволновались, и у них не получилась игра, которую они могут показать. Вот. Но эта игра была одна из ответственных, поэтому так получилось, что девчонки просто нам перегорели. Мы уже определились лидеры в первой группе. В группе А это команда Китая и Дальневосточного федерального округа. Они уже вышли в борьбу за первое и четвертое место. Со второй подгруппы явные лидеры – команда Уральского федерального округа и команда Таиланда. Они уже тоже себе обеспечат выход в плей-офф. Несмотря на достойную игру сборной Монголии, главной ее проблемой оказался низкий рост. Победить команду Якутии им не удалось. Матч окончился со счетом 3-0. Впереди у спортсменов день отдыха. 10 июля для них будут организованы экскурсии по достопримечательностям алмазной столицы.